Здравствуйте, в эфире еженедельная программа «Услышать каждого». Тема сегодняшней передачи «Мира социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны». И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности начальника департамента по социальной политике мэрии города Кызыла Адыкжи Владимирович Дангак. Здравствуйте. Добрый день. А также Урана Кавакаевна Мангуш, начальник отдела организации назначения и выплаты пенсии отделения Пенсионного фонда России по республике Тува. Здравствуйте. Здравствуйте. И главный специалист отдела организации социальных выплат Министерства труда и социальной политики Тувы Айдысма Семеновна Кюжугет. Здравствуйте. Здравствуйте. Адыкжи Владимирович, наверное, первый вопрос будет к вам. Кого можно отнести к ветеранам Великой Отечественной войны? Ветераны Великой Отечественной войны – это в соответствии с законодательством Российской Федерации, это лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества, а также лица, проходившие военную службу и проработавшие в тылу не менее 6 месяцев в период Великой Отечественной войны. По данным Пенсионного фонда, сколько у нас сегодня ветеранов Великой Отечественной? Ну, как было сказано, у нас ветеранов, если взять в целом по республике, свыше 300 человек. Ну, знаете, это категория уходящая, поэтому у нас, если взять статистику, инвалидов Великой Отечественной войны всего 9 человек, а участников Отечественной войны 5. Есть приравненная категория. Это те лица, которые проходили военную службу в период Великой Отечественной войны, их 3. Блокадники по республике 4. И бывшие несовершеннолетние узники 3. Также основное количество – это труженики тыла. Лица, проработавшие не менее 6 месяцев в тылу, это 342 человека. Это что касается республики. По городу Кызылу, ну, как вы знаете, в нашем городе все основное население проживает, нашего региона здесь. И поэтому лица и приравненные к инвалидам участников Великой Отечественной войны у нас в городе проживает 17. Узников концлагерей 2, блокадников, жителей блокадного Ленинграда 2, вдов умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны 98, а тружеников тыла 190 в настоящее время. В прошлом году сколько мы ветеранов потеряли? В прошлом году непосредственно ветеранов именно Великой Отечественной войны от нас ушли 3. На сегодняшний день самому старшему сколько лет? На сегодняшний день в городе у нас самый старший, у нас это получается 104, да? Да, 104 года. 104. Это у нас Тихонов Андрей. Павел Андреевич. Павел Андреевич. Да, Тихонов Павел Андреевич. А какие выплаты полагаются сегодня ветеранам Великой Отечественной войны? Наверное, к вам вопрос. Ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к лицам, да, основная выплата производится органами Пенсионного фонда. Это в первую очередь пенсия. Ветеранам Великой Отечественной войны полагается 2 вида пенсии. Трудовая или так называемая страховая на сегодняшний день пенсия и 2 государственная пенсия. Это гарантированная государством в твердой сумме 2 пенсия. Также полагаются ежемесячные денежные выплаты ветеранам и дополнительные ежемесячные материальные обеспечения. А какой размер мы можем? Ну, конечно, могу озвучить, если ежемесячная денежная выплата ветеранам войны 5000 рублей, а дополнительное ежемесячное материальное обеспечение в размере 1000 рублей. А вот блокадникам и вдовам погибших инвалидов войны по 500 рублей – это материальное обеспечение дополнительное, а ЕДВ 2780 рублей – это блокадникам, и 1500 рублей – это узникам. Айдысма Семеновна, со стороны министерства какая поддержка оказывается нашим ветеранам? В соответствии с федеральным законом о ветеранах и указом президента Российской Федерации об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны предоставляется мер социальной поддержки по обеспечению жильем граждан из числа ветеранов, признанных нуждающимся в улучшении жилищных условий в форме предоставления единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилья.
К 2012 году все ветераны Великой Отечественной войны обеспечены. С 2013 года по настоящее время указанные меры социальной поддержки оказываются членам семьи погибших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Это вдовы. По состоянию на 1 января 2017 года на учете по улучшению жилищных условий состоит 3 члена семьи погибших, умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Это что касаемо жилья, да? Да. Помимо этого, какая еще помощь оказывается с вашей стороны? Помимо этого предоставляется мер социальной поддержки по капитальному ремонту. В соответствии с постановлением 454 от 2016 года инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, вдовам инвалидов, участников Великой Отечественной войны предоставляется единовременная денежная выплата на капитальный ремонт. Именно вот жилого помещения? Жилого помещения, да. Также я бы хотел добавить, что здесь муниципального бюджета, мы ежегодно ветеранам и вдовам ветеранов Великой Отечественной войны ежегодно Министерство Министерства труда, она капитальная, а по нашей, измере года казала, на текущий ремонт, мы выделяем 10 ежегодно по 30 тысяч рублей. Также хочу... А почему определенное количество людей? У нас, почему определенное? Потому что у нас дефицит бюджета городского, мы что можем, то и ежегодно пытаемся заложить в бюджете и пересмотреть вот эти финансовые средства. Текущий, это, то есть, другими словами, косметический? Да, косметический ремонт. И добавлю, что через департамент по социальной политике меры города Кызыла ветераны и вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, они получают компенсацию по оплате жилищно-коммунальных услуг. Какой размер? По 50%. 50% возмещается государством. Например, если я проживаю в частном доме, то возмещение расходов на электричество, на вывоз контейнера, на приобретение, на уголь, и если имеется газ, то на газ. А на квартирных жилых домах это все жилищно-коммунальные услуги. Также у нас мы оказываем меры социальной поддержки труженикам тыла. Если в размере 840 рублей, если ветеран является одновременно тружеником тыла, то добавляется сверху 500 рублей. Получается 1340 рублей. Скоро у нас праздник великий, 9 мая. Какая помощь будет оказана именно непосредственно в этот день? Мы не то чтобы в преддверии, у нас за каждым департаментом, за каждым ветераном Великой Отечественной войны закреплен ответственный сотрудник, который постоянно объезжает, выезжает, знакомится с условиями, материально-бытовыми условиями ветерана, и сопровождает, получается. Также в преддверии 9 мая мы всегда пытаемся, всегда проводим комплексное обследование не только ветеранов Великой Отечественной войны, но и вдов ветеранов и тружеников тыла с целью, чтобы понять, кому какая помощь требуется. Как я уже говорил ранее, мы по 30 тысяч рублей на косметический ремонт вдовам ветеранов и ветеранам, оказываем. И по итогам данного нашего комплексного обследования выявляются как раз те лица, которые нуждаются в помощи, раз. А также по итогам данного выезда, комплексного обследования, мы, например, уже оказали 5 вдовам ветеранов помощь в хозяйстве. Как раз сейчас, когда мы общаемся, волонтеры и специалисты департамента по делам молодежи и спорта и культуры, они как раз поехали к Евдокии Филипповне, чтобы помочь скопать. Насколько часто происходят эти выезды? Мы каждый раз обзваниваем, когда всех наших ветеранов, мы им предлагаем помощь. Спрашиваем у них, какую помощь они хотели бы получить от нас, в какой форме. Если надо, то мы готовы каждый раз отправлять волонтеров. Спасибо нашим волонтерам, они всегда отзываются. Это и добрые сердца ТУ, и студенты, и других учреждений. Также... Вы говорите, что в основном за физическим трудом, они обращаются. А если
убрать этот физический труд? Еще за какой помощью они обращаются ветераны? Ветераны в основном обращаются еще как бы протезирование, да, помощи протезирования зубов. Ну, они люди уже в пожилом возрасте. В прошлом году нам удалось договориться вот с стоматологической поликлиникой взрослой нашего города Кызыла. Они вот обслужили Маландина Владимира Леонидовича. В этом году, благодарю вот частный клиник Витадент, Дента, они вот согласились обслужить 3 наших ветеранов именно и привести их в порядок зубы. Я так знаю, что 9 мая ветераны должны ездить на транспорте в общественном, да, бесплатно. Так ли это? Да нет, в соответствии вот федеральным законом, не только вот 9 мая, да, ветераны, они должны, мы должны как бы, да, вот, возить бесплатно не только вот наш муниципальный транспорт, но и частный. Как бы вот наши «Газели», например, да, вот мы должны, это наш долг, я считаю. Но при этом ветеран должен что, удостоверение какое-то? Да, удостоверение у них, у каждого имеется удостоверение. Правильно же, смотрим? Удостоверение, билеты, проездные билеты. Проездные билеты имеются. А что вы делаете в случае, если вдруг отказали? Куда обращаться? Если отказали, то лучше обращаться в мэрию города Кызыла, именно департамент социальной политики, да, вот, именно который ветераны Великой Отечественной войны. Мы с департаментом городского хозяйства совместно прорабатываем с бригадирами маршрутных такси, чтобы они возили наших уважаемых ветеранов бесплатно. Ну, сразу скажу, что вот многие из наших ветеранов, они уже в пожилом возрасте же, поэтому они не часто пользуются данным нашим общественным транспортом. Например, 9 мая, чтобы они приняли участие вот в наших мероприятиях праздничных, мы всегда вот совместно с Министерством труда выезжаем, забираем их из дома и обратно их как бы доставляем. Да, возим. Это наш долг. Я когда вот общаюсь с нашими ветеранами, первым делом спрашиваю о них о здоровье, и вторым вопросом всегда задаю как бы вопрос, уточняю, приезжает ли к вам, выезжает ли к вам ваша участковая сестра. Они всегда с благодарностью как бы отзываются, и они говорят, чуть что, мы по одному звонку сразу к нам выезжают. Спасибо нашим врачам. Какие мероприятия вы подготовили к предстоящему нашему празднику 9 мая? 9 мая – это наш, как бы, наш праздник, такой святой праздник, и сюда все подключаются, даже школьники наши подключаются ежегодно, и они ежегодно поздравляют всех ветеранов Великой Отечественной, вдов ветеранов, тружеников труда, и они с удовольствием, с букетами цветов, с поздравителями, с номерами со своими художественными выезжают на дома ветеранов и поздравляют, и они очень рады этому. Спасибо большое нашим школьникам. Урана Каваяковна, вот когда мы разговаривали вне студии, вы говорили, что президент лично отправляет, ну не лично, конечно, от имени президента, поздравительные открытки. Да, мы ежемесячно ведем такую общегосударственную базу, база поздравлений называется. И первые данные мы в начале года направляем в администрацию президента страны. Готовятся поздравления, именные поздравительные открытки от президента страны. Они поступили в конце апреля во все отделения почтовой связи. Мы сверились. И почтовики должны вот со вчерашнего дня до 9 мая вручить всем ветеранам вот эти поздравительные открытки президента. То есть имена всех ветеранов вы отправляете? Да, именные поздравительные. Это ежегодно проводится. У вас есть сейчас прекрасная возможность поздравить не только наших жителей, а самих героев, ветеранов Великой Отечественной войны с праздником 9 мая. Уважаемые наши ветераны, наши любимые, мы гордимся, что вы нас до сих пор радуете, что вы с нами. И, как обычно, я желаю вам крепкого здоровья, долголетия, оптимизма. Вас всегда радовали ваши внуки, праправнуки. Я всегда поражаюсь вашей стойкости и желаю вам долголетия, здоровья крепкого. И чтобы вы всегда нас заражали трудолюбием и любовью к жизни. Спасибо вам большое. Мы вам поклоняемся каждый раз.
А я напомню, что тема сегодняшней передачи – меры в социальной поддержке ветеранам Великой Отечественной войны. До скорых встреч!